2 года, получается. Да, это как перевалочная база, временное жилье, аварийные дома. Сюда переселяют жители аварийных домов, ветхих домов. И в течение 2-3 лет они получают новое благоустроенное жилье. Сюда прекрасно ходят автобусы. Да, маршрута номер 15. Десяточка здесь ходит. Так что люди здесь не отрезаны от города. Съемка. Это вот деревня обнесена таким заборчиком. Здесь люди проживают. Очень даже разумное, компактное жилье. Точно такие же дома, только чуть побольше. Строят, теперь называется в деревне Николаевка. Уже постоянное жилье. А где она, в каком районе? Владимировна, здесь проживает сватья Заболевой, Тося. Вот сейчас покажется, это ее домик. Вот этот вот ее дом. В общем-то, для пожилых людей это прекрасное место, где можно жить тихо, спокойно, чист, свежий воздух и недалеко от города. Теперь маяк, бывший. Вот. Справа будет пионер-лагерь «Сокол». Рыночки, это вот тут находится пионер-лагерь «Сокол», где мама его всегда отдыхала летом. Вот оно, дорожечка. Тут рядом находился ботанический сад. Вот. Сейчас будет дорога на ботанический сад, где у нас были трудовые десанты. Вот так. Бывший пионерский лагерь «Дружба». Ныне детдом. Вот так вот. Жизнь изменилась как. Сейчас мы снимем немножечко дороги, тайгу, все в снегу, припорошено. Да. Легкий мороз по якутским меркам за 30. Для нас это очень холодно. Начинается новый центр материнства и детства. Вот. Опять его монтировали немцы, строили для нас. Строили швейцары. Один домик нового. А здесь строятся домики, коттеджики. Ну, тут находится ипподром. Вот это вот сельхозинститут. А это общежитие для студентов. Наши студенты недалеко не бедные. Гаражи. Сейчас мы подъезжаем к новому университетскому корпусу, гуманитарному. Сейчас мы его вот из-за поворота. Вот я его пытаюсь захватить все здание, но, видимо, у нас вот оно. Вот, видите? Так, ближе и дальше я вам его показываю. Вот такой, значит, стал университет. Старый корпус госуниверситета. Альма-матер. Слева будет здание мединститута. Ага. Это культурный центр, ну все мы помним его еще. Вот это новый институт, мединститут новый. Это старый факультет.
Сейчас, значит, мы подъезжаем к Ибудсельхозпроекту. Володина компания. И Володина компания здесь была, и Людмила Михайловна работала. Выезжаем на проспект Ленина. Это, значит, бывший, я не знаю, как что это сейчас, это, наверное, институт биологии был. Вот он. Нет, это называется институт горного дела. А, институт горного дела и севера, прошу прощения. Находится кинотеатр Лена, вот она. Вот он, вот он. Ну, здесь это... Вот мы еще раз его поворачиваем. Вот у нас этот институт. Это Академия наук. Вот она. Так, ну все. Сейчас мы выезжаем на проспект Ленина. Саша, поехали по Ярославского. Сейчас вот это вот остановки, которые все говорили, за них очень много. Стоит такая киоск-остановка 400 миллионов. Вот, а это проехали, который мы вообще стоит пару миллиардов. Это бывший ректорат. Улица Ярославского. Значит, вот, ну, старая пожарная осталась. Тут по Ярославского находится новое здание Илтумен. Это местное собрание. Городское собрание. Вот оно начинается. Такое вот это здание. Это здание типографии. Старое здание типографии. Это вот главный вход. А, Саша, а на Чернышевского туда нельзя завернуть? Вот это вот там что-то выглядывает. Это что, гостиница строится, да? Это? Да. Новое здание Кондрагмета. Кондрагмета. Вот это новое здание Кондрагмета. Нет, нет. Металлы. Металлы, да. Это бывший партпрос для детей. Его немножечко отремонтировали. Это сейчас дворец детства. Вот. Сейчас мы поворачиваем направо на улицу Амосова. Вот. Значит, справа находится президентская гостиница. Вот. Тыгын-Дархан. Тыгын-Дархан. Отель. Это не улица Амосова, это улица твоего детства. Тыгын-Дархан. Улица, это наша улица, но это не совсем моего детства, это скорее моей юности. Вот. Справа музей Амосова. Справа. Справа там музей Амосова. Дом. Да. Сейчас мы к нему поворачиваем. Это мы приближаемся к нашему универмагу, моей первой работе. Вот это, значит, это что такое, я уж не знаю, что это за здание. Саша, что же это за здание было? Вот это вот был. Вот главный был вход. Ленина. Ты кнопку ты нажимаешь красную или голубую? Ну, Саша, ну я же вижу, стрелки бегают. А. Вот это вот.
Ленин стоит у них, никуда он не делся. Вот это новое здание сейчас, которое было построено с горем пополам, дома торговли. Дом торговли. Касса центральная. Это улица Ярославского. Здесь мы с Севастяшкой сколько километров намотали, ходили к бабушке. Там, вот там моя школа. Снова мы повернули на площадь Ленина. Значит, мы едем по площади Ленина. Сейчас это площадь Орджоникидзе. Сейчас мы вокруг нее едем, чтобы выехать к нашему дому. Светофор не работал, поэтому вынуждены мы дать круг отчета. Улица Дзержинского закрыта, как вы видите, по прямой. Вот этот вот с правой стороны кусочек магазина 4 обваливался, но восстановили. Окна новые, вы видите сами, все, значит, здесь восстановлено. Вот это Никидзе. Сейчас это строится новый банк. В Якутске, конечно, очень развелось много банков. По-моему, столько жителей нету, столько вкладов нету. Ну, что-то кто-то где-то здесь покручивает. Это вот сейчас, значит, мы подъезжаем к зданию кассы Аэрофлота. Вот. Управление гражданской авиации. Вот она. Вот оно, вот оно. Управление гражданской авиации. И Кутпа... Дом Партпроса. Нет, как он? Профсоюзов. Сейчас здесь находится с торца аптека. Сейчас мы въезжаем в наш двор. Сейчас мы узнаем, Владимир Николаевич, гараж ваш цел или нет. Стоит, Вовочка, твой гараж, как ты его и поставил. Это ваш любимый дом. Подъезд любимый. Вот он. Вот гараж. Что вы сильно переживали? Узнаете дом? Нет, вы его сейчас уже не узнаете. Все, сильно все изменилось.